Еще с начала 2018-го на территории республики начались приготовления к летней оздоровительной кампании. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, перевозка детей из 477 организаций. Одобрение Роспотребнадзора сегодня получили пока только 410. Вызывает опасения ситуация, сложившаяся в муниципальных образованиях городского округа Ухта и муниципальный район Сосногорск в части получения санитарно-эпидемиологических заключений на открытие лагерей. Так, в Ухте получили только 66% лагерей, в Сосногорске 44%. Надеемся, что те 10 дней, которые остаются до 1 июня, позволят всем организациям получить санитарно-эпидемиологические заключения. Впрочем, как выясняется на деле, вопрос не в самих лагерях и площадках, а в плохой организации подготовки документов. Попытки найти виноватого вызвали, мягко говоря, неодобрение вице-премьера Константина Лазарева. Константин Григорьевич, вот из 4 у нас подано на 4, только получили одно, не справляется санэпидемнадзор. Заявки нами были поданы вовремя. То есть заявки находятся у вас, но вы до конца еще не выдали. Заявки находятся у нас, только надо обратить внимание на сроки представления этих заявок в территориальный отдел управления. Ваши специалисты в данном случае не доработали. Незачем валить на Роспотребнадзор. У вас до Роспотребнадзора там 200 метров ходьбы для того, чтобы эти вопросы все согласовать. И поднять трубку телефонную. Вы отправили по почте, скорее всего. И наверняка не в соответствии с теми сроками, которые были обозначены. А теперь Роспотребнадзор должен в течение 1-2 дней эту работу провести. Также вопрос тогда к Минобразованию, как эта работа контролировалась на уровне министерства. Поэтому эти недостатки я прошу учесть, и в кратчайший период времени их необходимо устранить. Летом откроются 362 лагеря с дневным пребыванием, 107 труда и отдыха, 8 стационарных загородных. А вот купание на пляжах в рамках организованного детского отдыха на территории Коми не планируется. Кое-где установят только каркасные бассейны. Кстати, не во всех районах региона вообще открываются городские пляжи, даже там, где они вполне могли бы быть. Не планировали и не открывали места в 2017 году. Это Кайгородский район, город Ухта, Вуктыльский, Сосногорский, Сыктывдинский. Усинский и Инта – это места не оборудовались по климатическим условиям. Сегодня оборудованных мест для отдыха и купания в Коми больше 50 в лидерах Усть-Куломский и Прилузский районы. А вот несчастные случаи на воде чаще случаются на тех территориях, где отдых у воды не организован. За прошлое лето в республике утонуло 28 человек, все на стихийных пляжах. Впрочем, пока речь об открытии купального сезона не идет, в ближайшее время, заверили в гидромедцентре, в Коми будет холодно и сыро. Еще один плюс такой погоды – низкая пожароопасность в лесах. Зато в самый разгар лета спасателям придется быть настороже. Возможно, что в течение значительного периода июля будет преобладать высокая 4 класс и чрезвычайно высокая 5 класс пожароопасности, степень пожароопасности лесов. В августе, как и в июле, средняя месячная температура и месячное количество осадков ожидается около средних многолетних значений. Из запланированных 200 пунктов пожарного инвентаря сегодня осмотрены почти все. Впрочем, до конца месяца еще есть время. Большую помощь в подготовке к опасному сезону оказывают и сами жители. Из числа местного населения уже сформирована добровольная противопожарная охрана. Таких спасателей из народа сегодня почти 500. Организована работа по противопожарному обустройству лесов. Запланировано по устройству ухода за минполосами 970 километров. Содержание противопожарных дорог 70 километров, установка аншлагов 500 штук. С целью обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов запланировано проведение работ по устройству и уходу за противопожарными мелиорационными полосами в объеме 11,3 километров на территории 6 муниципальных образований. Кстати, в этом году на обеспечение пожарной безопасности лесов выделят 270 миллионов рублей. В прошлом году было на 100 меньше. Деньги пришли из федерального бюджета. Так что к жаркому сезону ведомства и спасатели должны быть готовы. Любовь Филиппова, Олег Юшков, телеканал Юрган.